Ледоход полным ходом уже идет на юге республики. На Лузе и Летке пока резкого подъема воды нет. Сегодня в Прилузском районе сняли последний понтон и выставили спасательные посты. Больших ледовых заторов нет, значит, эта весна не доставит много хлопот самому южному району. Впрочем, такая картина не везде. О готовности региона к большой воде репортаж Виктории Палкиной. Уже неделю отдаленные населенные пункты Уссылимского района живут без связи с Большой землей. Первый зимник закрыли еще 11 апреля. Тогда же началось активное снижение тоннажа на переправах. Впрочем, традиционно во время распутицы для сельчан организуют воздушное сообщение с райцентром. На сегодняшний день у нас закрыты все зимние дороги, чтобы не прерывалось транспортное сообщение. Мы сделали заявку в Коми-Атранс, согласовали это с Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми. И со вторника запустили рейсы пока по Северному кольцу, это север района. С четверга будет летать вертолет уже и по южному направлению. В Усинске к сезонным неудобствам уже подготовили 4 фельдшерско-акушерских пункта и 2 врачебные амбулатории. Запасов медикаментов хватит на 120 дней. В случае необходимости вертолеты, которые летают в село 2 раза в неделю, довезут дополнительные лекарства и медицинские изделия. Можно сказать, оторванное село, она относительная. Все равно соединение с селами оно сохраняется. Медицинская помощь в этих селах тоже оказывается круглосуточно. Фельдшерами и врачами, которые там работают. Все села у нас укомплектованы медицинским персоналом. В случае необходимости, в случае каких-то экстренных ситуаций у нас есть возможность открыть круглосуточные стационары на базе врачебных амбулаторий. Сегодня в Коми еще действуют 15 автомобильных и 1 пешеходная переправа. Официальный проезд по зимникам разрешен только на севере региона. Мы снижаем нагрузку на лед. То есть тоннаж переправ снижается. Ну и в ближайшую неделю планируем закрытие этих переправ тоже. Сегодня обстановку на реках Коми мониторят инспекторы на 72 гидрологических постах. Большого уровня воды ждут на 3 участках – Вычегодского, Мизенского и Печорского бассейнов рек. С прогнозами эксперты, как всегда, осторожны. А вот старожилы дают благоприятный исход. Земля промерзла не сильно, а значит, воде будет куда уходить. И ситуация 2020 года вряд ли повторится. Тогда чрезвычайную ситуацию объявили в 4 муниципалитетах. Виктория Палкина, Иван Богомолов, телеканал Юрган.